нашей профессии главное милосердие и сострадание с больными вместе. Праздник добрых и самых отзывчивых. Глава Ингушетии поздравил с профессиональным праздником и поощрил медицинских сестер региона. Это очень любезное приглашение, да одарит их Аллах благами и да напоит их водой Замзама. Месяц поста, безграничного милосердия и взаимопомощи. Благотворительный проект «Шатер Рамадана» от Ингушетии прошел в Сирии. Я считаю, что мужчина должен знать, он должен пройти армию. Это долг любому. К воинской службе годен. Группа из 20 ингушских призывников отправилась отдавать долг родине. Увидеть телеэфир в новом свете, а точнее в новом цвете и новом качестве можно уже сейчас. Переходим к цифровому телевещанию. Жители региона начали установку приемников, с покупкой которых малоимущим помогают власти республики. Нам показали и объяснили полное производство и изготовление алюминиевых радиаторов. От теории к практике. Вместо лекций – экскурсия по заводу. Студенты ПТУ ознакомились с процессом производства алюминиевых радиаторов. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Эту профессию выбирают только по-настоящему добрые, чуткие и неравнодушные к чужой болезни люди. Медицинские сестры день за днем несут благородную миссию. В торжественной обстановке в актовом зале перинатального центра с профессиональным праздником медсестер поздравил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. За многолетний труд в системе здравоохранения были вручены почетные грамоты отличившимся специалистам. Слово Арине Тичоевой. В настоящее время многочисленную долю работников здравоохранения составляют именно медицинские сестры, ведь они помощники врачей, непосредственно работают с пациентом. В этом зале сегодня собрались лучшие медицинские сестры республики. Одни только начинают свою благородную миссию, другие отдали этой работе уже 40 лет. И тем и другим говорят сотни спасибо. Этих женщин каждый называет по-разному – спасительницы, сестры милосердия или просто люди с добрым сердцем. Они каждый на своем участке несут благородную миссию, одевая белый халат с клятвой Гиппократа в сердце, забывают про личные проблемы, плохое самочувствие или отсутствие настроения. Ведь больные не ждут. Любовь Бекбузарова вот уже 40 лет работает медицинской сестрой. Свою первую больную помнит как сегодня. Тогда, только окончив медицинский колледж, признается, дрожали руки. Я запомнила свою первую историю, в которую я вступила на стезю свою трудовую. Это была именно бабушка ингушка с поселка Корца. У нее была злокачественная опухоль молочной железы. И я помню, как мы ее обхаживали, ухаживали. Это моя была первая практика. Она у меня с тех пор и запомнилась. А таких больных, конечно, было очень много. В нашей профессии главное милосердие и сострадание с больными вместе. Это самое главное. Спасибо они привыкли слышать от каждого больного, ведь в этой профессии чуткость и милосердие играют важную роль. Поздравить медицинских сестер с праздником приехал глава Ингушетии. Юнусбек Евкуров отметил, что представительницы этой профессии внесли огромный вклад в историю страны и пожелал медицинским сестрам побольше благодарных больных. Дорогие медсестры, сегодня я хочу вас всех поздравить от всех жителей Республики Ингушетия, от всех, кто в любом случае, если не сам, то через родственников, каждый соприкасается с больницей, со стационаром, где вы в основном-то несете и работу, и дежурство, обслуживаете больных, смотрите за ними, делаете все, чтобы облегчить боль человека как больному, так и близким людям. Поэтому, конечно, вам огромное спасибо за это. Много делается сегодня в здравоохранении республики и будет продолжаться делаться. Мы в планах это и для Карабулака, и для Малгобека, и для Сунжи. Уже надеюсь, что мы завершим проект, который строится как поликлиника, а на самом деле это больница, которая строится в Сунже. Таких же проектов много. Мы в этом году для переходящего на 2020 год и психоневрологический диспансер в Плиево, и на начальном уже этапе, или на завершающем этапе согласования вопросов по многопрофильной больнице
То есть очень много строится. Самых отличившихся в своей профессии глава Ингушетии наградил почетными грамотами. Для медиков это еще один хороший стимул для продолжения успешной работы. Бюджетного учреждения здравоохранения Назрановская городская больница. Среди награжденных и Антонина Аксютенко всю свою жизнь отдала работе медицинской сестры. По воле судьбы и по велению сердца ей довелось спасать человеческие жизни. В системе здравоохранения я работаю 50 лет. Работаю в Нестеровской участковой больнице. Сначала работала в ЦРБ, там же медсестра ЭКГ и физиокабинета. Я начинала в 1988 году в Кантовской участковой больнице. Работала в детском саду в этом же селе. С 1994 года работаю в ГБУЗ НГБ в Барскинской амбулатории участковой медсестрой. Мне нравится своя работа, я люблю ее. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех медицинских работников, пожелать всего хорошего, успеха в работе и мирного неба над головой. История Международного дня медицинских сестер берет свое начало еще в 1820 году. Именно тогда, 12 мая, родилась англичанка Флоренс Найтингель, организатор и вдохновитель международного сестринского дела. С тех пор в медицинских вузах начали открывать факультет по подготовке медсестры. Говоря о нашей республике, еще 10 лет назад медицинские сестры в Ингушетии наряду с врачами работали в приспособленных учреждениях. Но в последние годы условия стали гораздо лучше. Строятся новые объекты и устанавливается современное оборудование. По статистике Минздрава Ингушетии в регионе работает 4011 человек среднего персонала. В связи с тем, что большое количество введено в строй объектов медицинского значения, конечно, условия улучшились. Имеется в виду, что очень комфортные здания построены, и в связи с этим рабочие места приспособлены, большее количество мест является автоматизированный, уровень медицинской сестры сейчас также прогрессирует, в зависимости от того, что огромное количество знаний, которые они сейчас получают и должны на своем рабочем месте уметь применить, и способствует тому, чтобы медсестры были на несколько ступеней выше по своему развитию, чем это было раньше. Как правило, медицинские сестры празднуют свой день на рабочем месте, ведь для них, как они сами отмечают, лучший отдых, работа и счастливые пациенты. Рина Цичоева, Зураб Гайтов, Новости 24. Юнусбек Евкуров провел рабочую встречу с Русланбеком Икажевым, назначенным накануне руководителем общественной приемной главы правительства Ингушетии. На этом посту он сменил Петимат Аушеву. Глава республики обозначил задачи, стоящие перед новым начальником структуры, в том числе и по проведению перманентного информационно-статистического анализа поступающих от граждан сообщений, не пожелал успехов в их решении. Каждому обращению своевременное рассмотрение, каждому обратившемуся квалифицированная помощь и поддержка, подчеркнул Юнусбек Евкуров. Русланбек Икажев занят в государственной службе с 2007 года. До перевода на текущую должность он руководил организационным отделом администрации главы Республики Ингушетия. Рамадан – месяц очищения, добрых деяний и лучшее время для милостыни. В поисках награды Всевышнего мусульмане проводят благотворительные акции и раздают продукты питания. Приглашают на ифтар. Масштабный культурно-благотворительный проект «Шатер Рамадана», организованный властями Ингушетии, прошел в Сирии. Шатер будет открыт весь благословенный месяц. В день открытия на ифтар пригласили маленьких жителей Сирии. Подробности в сюжете. Это уже 11-я по счету гуманитарная акция, которую Ингушетия проводит в Сирии по распоряжению главы региона. Шатер, установленный в центре Дамаска, начал свою активную работу во вторник и будет действовать на протяжении всего священного месяца. Шатер Рамадана с любовью из Ингушетии продолжает ежедневно принимать по 200 постящихся из разных слоев населения, пострадавших от войны. За 6 дней поста шатер уже принял у себя женщин, стариков, одиноких и больных людей. А в этот 7-й день Рамадана мы в числе постящихся принимаем на ифтар 70 детей-сирот, родители которых погибли на войне.
Ребят привезли на специально заказанных автобусах. Каждый смог лично принять участие в этой встрече. Это прекрасная инициатива, и это реальная помощь для большой части общества, для людей, которые сами не смогли бы прийти сюда. У нас есть сироты, потерявшие память, есть дети погибших. Дети были счастливы всю дорогу, с момента посадки в автобусы и до приезда сюда, к шатру Рамадана. Еда очень вкусная, и все отлично организовано. Мы очень рады. Дети, испытывающие на себе всю тяжесть войны, не ожидали такого праздника, устроенного для них. Спасибо тому, кто пригласил нас на это разговение. С праздником его, и да отблагодарит его Аллах. Мы очень рады, что пришли на это разговение. Большое вам спасибо. Большое спасибо за это приглашение. Мы очень рады, что находимся здесь, в шатре Рамадана. Спасибо за это приглашение. Мы как будто путешествуем. Это очень любезное приглашение. Да одарит их Аллах благами, и да напоит их водой Замзама. Благодарность главе и народу Ингушетии за проведение благотворительной акции выразил министр вакфов Сирийской Арабской Республики шейх Мухаммед Абдель-Саттар Ас-Саид. В ходе встречи с помощником советника главы региона Луаем Юсуфом он заявил, что все акции, проводимые Ингушетией в Сирии, стали примером для подражания и важным фактором в распространении культуры гуманитарной благотворительности, которая укрепляет солидарность и взаимопомощь между народами. Со своей стороны Луа Юсуф выразил признательность и благодарность министерству за попечительство над этой акцией, за четкость и хорошую координацию всех связанных с ней мероприятий, а также за стремление дать возможность посетить шатер наиболее нуждающимся семьям. Также слова благодарности за оказанное внимание выразил и куратор исламского комплекса «Нур». Большое спасибо и самый теплый привет от нас, народу Ингушетии и правительству Ингушетии, потому что государство сделало любовь и добро, любовь и гуманизм своей целью, и за это мы испытываем к нему глубокое уважение и признательность. Оно оказывает учащимся психологическую поддержку, не говоря уже об ощутимой материальной поддержке. Это, конечно, большое дело, но психологическая поддержка тоже очень важна. Хочу передать ингушскому народу слова благодарности и выражения любви и признательности от сирийского народа. После ифтара каждого маленького гостя шатра Рамадана довезли до дома, но на этом благотворительная акция не прекращается. В оставшиеся дни месяца Рамадан по 200 ифтар-наборов будут ежедневно раздаваться самым бедным семьям в районах провинции Дамаск, пострадавших от войны. Все предписанное Аллахом верующему является благом для него, как и Рамадан, несущий только достоинство как духовному, так и физическому. Научно доказано, что пост полезен для человеческого организма. В священный месяц система обмена веществ пытается перестроиться под новый режим питания и сна. Мусульманам важно правильно питаться на сухур и ифтар и не переедать. О пользе поста и правильном питании сюжет Дианы Дударовой. Уже 5-й год подряд священный месяц выпадает на период самых коротких ночей и длинных дней в северном полушарии. Держать пост приходится в среднем по 17 часов. Несмотря на это, вред здоровью непривычный режим питания не наносит. Более того, по мнению ученых, пост приносит организму исключительную пользу. Уже с первых дней он способствует очищению организма, усиливается работа нервных клеток, за счет чего человек начинает лучше мыслить, запоминать и осваивать информацию. Нормализуется метаболизм, отдыхает пищеварительная система. Исследования показали, за месяц поста в 10 раз увеличивается количество клеток, выполняющих иммунные функции. Но немало постящихся, которые завершают Рамадан с лишними килограммами, усталыми и обессиленными. И виной всему неправильное питание. Нежелательно в вечерний прием пищи не перегружать. То есть, чтобы не было так, человек один раз поел много и однократно. Это будет нагрузка на пищеварительный тракт. Да. Лучше есть малыми порциями, но часто. Прием пищи разделить на 2-3 приема. Если человек болеет какими-то хроническими заболеваниями, вне месяца поста он принимает каждый день какие-то препараты, то прием этих препаратов лучше принимать в вечернее время. Разбить прием препаратов так, чтобы, в течение дня человек мог держать уразу, а вечером, на 2-3 приема разбить эти препараты. Это обычно больные с сахарным диабетом, больные с заболеваниями с гипертонической болезнью. Если же на сухур врачи советуют не злоупотреблять солью и пряностями, а употреблять в пищу еду, богатую белками, яйца, сыры, орехи, бананы, то на ифтар нет никаких ограничений. Главное – избежать переедания, чтобы не допустить стрессовую реакцию организма на долгое голодание. Самым благоприятным образом выйти из состояния поста позволяют финики, без которых в месяц Рамадан, наверное, не обходится ни одно застолье. Этот продукт состоит на 75% из глюкозы. По мнению ученых, одного финика из стакана
стакана молока достаточно, чтобы обеспечить человека дневной потребностью в питательных веществах. Чувство насыщения в период поста появляется на 20 минут позже, чем человек реально будет сыт. Съеденные во время разговения финики моментально насыщают кровь глюкозой. На то, чтобы подготовиться к усвоению пищи после дня поста, организму требуется около 20 минут. Как раз это время постящиеся тратят на совершение омовения и намаза. Но на этом излюбленные продукты ингушей месяц Рамадан не ограничиваются. Сезон солений прошел. Теперь все выстраиваются в очередь за свежими овощами и фруктами. Помидор, салат, помидор. Продавцы делятся, что в утреннее время клиентов меньше, видимо, отсыпаются после сухура. А уже ближе к вечеру до ифтара свежие овощи и ягоды разбираются моментально. Ну, в данное время сейчас у нас хорошо идут помидоры, огурцы, вот свежий чеснок, клубничка, ну, свежая продукция, редиска. Женщины, как правило, больше предпочтений отдают легким салатам. И витаминов больше, и дополнительных килограммов можно избежать. А мужчины, в свою очередь, не изменяют традиционной кухне. Столы в Рамадан у ингушей всегда ломятся от разнообразия мясных блюд. Без мяса практически не обходится ни один ифтар. Говядина, баранина, индейка, курочка – основа национальной кухни. А вот одно из любимейших традиционных блюд – сыскал подают, как правило, на сухур. Кукурузный чурек славится своей сытностью и полезным составом. С начала месяца Рамадан спрос на кукурузную муку значительно возрос. На вечер готовят галушки с мясом, а на утро кукурузную лепешку сыскал в сочетании с кефиром, сметаной или творогом. Конечно, это не значит, что нужно ограничиться вышеперечисленными продуктами. Можно есть любимые мясные блюда, овощи, фрукты, выпечки. Даже допускается перемена 3-5 блюд. Главное – знать меру в порциях. И, конечно, важно употреблять побольше жидкости. Рамадан полезен не только для здоровья. Также священный месяц благоприятно воздействует на душевное состояние личности. В этот период категорически запрещается злословить, сплетничать, проявлять негатив. В этот священный месяц Рамадан я действительно от глубины души поздравляю всех наших жителей с этим прекрасным праздником. Желаю, чтобы у нас в республике в первую очередь был мир. В месяц самоконтроля и самовоспитания важно придерживаться здорового режима питания. Медики напоминают, умеренность в еде ночью помогает избежать растягивания желудка, а значит, чувство голода будет меньше. Во время разговения даже самая вкусная пища кажется во много раз вкуснее. И в этом тоже есть, несомненно, преимущество поста в Рамадан. Человек начинает больше ценить то, что имеет. Диана Дударова, Султан Булгучев, Новости 24. Тем временем ряды вооруженных сил России продолжают пополняться новобранцами из Ингушетии. Весенняя призывная кампания стартовала еще 1 апреля. Из военного комиссариата сегодня отдать долг Родине отправилась очередная группа призывников. 20 новобранцев из нашей республики будут служить в космических войсках. Провожали призывников родственники, друзья и наш корреспондент Адам Гулоев. Большинство из сегодняшних призывников – добровольцы. Те, кто готовы с гордостью выполнить свой долг. Представитель военчасти приехал из Подмосковья. Ребята будут проходить службу в космических войсках. Именно там джигиты собираются показать, насколько ингушский дух и дисциплина будут дополнять боевую мощь ВВС. Я считаю, что мужчина должен знать. Он должен ходить в армию. Это долг любого. Ахмед Костоев провожает в армию уже второго сына напутственными словами. Он сегодня с гордостью смотрит на Юсупа, ведь детей всегда воспитывал в духе патриотизма и строгой дисциплины. Сам бывший военный, старший сын служит в МЧС, и теперь младший отправляется в космические войска. Я сам служил 2 года в свое время. Он сам хотел служить, поэтому ничего тяжелого. Сперва им будет тяжело, но все равно привыкнут, отслужат, вернутся нормально.
Конечно, я горжусь. Сейчас многие отклоняются от службы, не хотят служить. А он сам хотел, добровольно пошел, служил. Я думаю, все нормально будет. Мужчина должен служить. Гирихан Беков давно решил пойти служить в армию. Хоть вдали от дома, но трудности новобранца не пугают. Мотивация добиться успеха в военной стезе берет вверх. Я хочу там остаться по контракту, как получится. Но покажу себя с хорошей стороны, чтобы взяли меня, чтобы я там служил. Потому что я представляю, что такое ВКС, и я хочу там служить. В числе провожающих сегодня и председатель комитета по защите прав военнослужащих Ингушетии. Радимхан Магушкова поздравила ребят с этим важным шагом в их жизни. Дала несколько наставлений и ребятам, и родителям. А также озвучила свой номер телефона, по которому с ней можно связаться по любому вопросу. Мы поговорили с родителями, я им объяснила, что в этой части, вот только что я неделю как приехала, очень хорошая часть. Не надо переживать за них, поэтому я думаю, что переживать незачем. Всего год служить, надеюсь, что они нормально, достойно вернутся домой. А я там еще раз встречусь с ними. Прощая жизнь в тепле и уюте под маминой опекой. Подтянутые в строгой армейской форме, они готовы служить на благо своей большой и малой родины. С приветственным словом к молодым людям обратился Ахмед Сагов. يا أرمي بخري آخر أبغى عمدي بخري آخر سبرتي نبغى عمدي آخر ديالسون ديال إيشنو سنود ديال وين تطلع همدشون ديالسون ديال إيشنو يعني شيء ديزلشت شيء ما بيلشت إنك دي عمبيلش جورد با عمبيلش جس با عمبيلش يعني الجوري آخر ديال تفن سمول بدي استانكي استغني هنا والله ديال نكرج صديق الحميد جوري. Впереди у них целый год вдали от дома. Большинство из них намерены твердо связать свою жизнь с военным делом и продолжить службу после армии, заключив контракт с военной частью. Но они считают себя элитные войска военно-космические. Там в дальнейшем, конечно, если они себя покажут с лучшей стороны, командование части может заключить с ними контракт, и они могут остаться уже на контрактной службе там, где они принимают непосредственную службу уже. У ингушского народа немало достойных примеров выдающихся военных. Пойти по их стопам – вот цель подрастающего поколения. И уже через год на этом самом месте их вновь будут встречать родные с нескрываемой улыбкой и гордостью. Адам Гулоев, Зураб Гайтов, Новости 24. Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября. Теперь в 21 регионе из оставшихся 57 отключат старый сигнал осенью. В текущем году Россия полностью переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Некоторые уже установили специальные приемники и наслаждаются качественной телевизионной картинкой, а те, кто не может себе позволить это удовольствие в силу жизненных обстоятельств, получают оборудование в подарок. О благотворительной акции в Плиево репортаж Делимхана Калоева. Увидеть телеэфир в новом свете, а точнее в новом цвете и новом качестве можно уже сейчас. Для этого достаточно просто установить любую цифровую приставку. Плюсы нового цифрового вещания не только в качестве, но и в количестве бесплатно принимаемых каналов. Сейчас вещание идет и в цифровом, и в аналоговом форматах. После перехода останется только цифровой сигнал. Теперь Мадине Гиреевой не придется крутить антенну, чтобы хоть что-то разглядеть на экране. Подарили телевизионную приставку, а такая обязательно нужна, если телевизор собран до 2012 года. Пару незамысловатых движений, и в старенький телевизор буквально вдыхают вторую жизнь. Теперь картинка радует глаз, звук не шипит, а значит, ничего не испортит просмотр любимых каналов. Даже на фоне вездесущего интернета телевизор все же играет незаменимую роль, особенно для старшего поколения. Тем, у кого нет возможности самим приобрести приставку, помогают местные власти. По поручению главы Ингушетии только на Назрановский район выделено 45 приставок и антенн. В селении Плиево благодаря такому подарку цифра пришла в дом сразу в 6 семей. Остро нуждающиеся семьи учитывать более установите сакцава тишба бахи наха что тваш хала бах ан хетиш болшнаха установите
цан выделить баб охцири. Нагасан вашта хюали трош кеняна умар ребят но осталды хождет трош макшат хецан. Вместо ряби и помех идеальное качество картинки, звука и 20 доступных каналов. Новостные, музыкальные, развлекательные и познавательные. Установить и настроить приставку даже для такого старого девайса можно всего за 5 минут. Я антенна болдыш бар, я чухна утбежу антенн бер цах. Я дата сашут, я бадаж игр халвин шха усхаху гятсан хетж варсо. Хана шквартир жмиешт ах шола этаж ма яст ах плотно застройки ус магаси. هذا تعديل قفيت مثلا دي هنا أنت عندك وقت بيش خلاص حنشوف مجرد دي هنا ير صورة حياتر بريوميك داتا سربي هنز داتا سرد وقت هنزل إيميل مونتاج مشتوي على دي هنا هنزل شيء قان تريبز رميه هون هنزل أحتاج أنتنا ويفودو هن على شيء يلا أحتاج بريستافكا داتوسوي يلا أحتاج بريستافكا هنزل شان جوجل جو يشنورجي آخر ثاني دا بيقانش ورا هنس تلبانجكي والآخر آخر ثاني شو تكتري ذات وصفي يو فيديو كان حوته شو تغير حلوتيو شيء دي هنا كرتين حياة شيء صورة حياة هنا настройки автоматическим режим настройки حياة. Сразу после подключения необходимо просто выбрать опцию поиска. Все остальное сделает приставка. Уже сейчас на полках в каждом магазине бытовой техники предлагают сотни моделей таких телевизионных приставок. Почти во всех есть телегид, когда программа передач прямо на экране. В какие-то можно вставить еще и флешку. Они, конечно, это начальная цена 1500, а так окончательно за 1200 отдаю. Но если оптом, конечно, любая из них по 1000. Миллионы возможностей для зрителей, никаких трудностей перехода. Символом цифрового телевидения стала бабочка, поэтому перелет к суперкачеству гарантирован. Раньше были проблемы с видеосвязью, со звуковым связью но так как сейчас по новым установленным оборудованием идет чисто, вот сами видите, вот как он. Приятно смотреть, звуковое качество. Нужно было выходить из дома, крутить эти старые антенны. Сейчас очень удобно. Вот поставил приставку себе, настроил и все каналы цифровые уже. По-моему, 20 каналов показывает. Вторая и пока самая масштабная волна перехода на цифровое вещание с 15 апреля охватила 20 регионов в разных концах страны, в том числе и Москву. То есть уже для 40 миллионов телезрителей программа доступна в сверхвысоком качестве, без шумов и помех. Чтобы это стало возможным, на просторах страны поставили более 5000 новых мачт и ретрансляторов. Ингушетия окончательно на цифру перейдет в третьем, завершающем этапе. В 16 населенных пунктах республики уже установлены цифровые передатчики для обеспечения подачи сигнала, в том числе в таких отдаленных селах, как Датых, Чемульга, Аршты и Гули. Нагасан мех бахур жители жадык кайцали бахар хой. Цар нагасан цацхатыр нагасан колдун метик хули нагасан магаси ЦКП яхжы метиги центр консультативной поддержки волцено. Хрущева 13 адрес еще телефон 55 13 33. Сигмешки телефон да тиха цац еще иди это должно хатыр ди хатмек дишам Аллах сигдин дал эндел жоплу дишам Не стоит ждать, когда в регионе отключат аналоговый сигнал. Лучше заранее перестраховаться, приобрести приставку и перейти на цифровой формат. А радовать всех жителей Ингушетии только качественным изображением телеэкраны будут уже осенью. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Асхаб Белакиев. Новости 24. Ингушетия занимает первое место в России по индексу промышленного производства в обрабатывающей сфере. По итогам 2018 года этот показатель составил 107,7%. Индекс сельхозпроизводства вырос на 9,7%. В последние годы в республике активно ведется работа по улучшению условий ведения бизнеса и обеспечению гарантий сохранности частных инвестиций, в результате чего достигли роста внебюджетных инвестиций на 22%. Значительный вклад в улучшение показателей промышленного производства вносит и завод АТМ в Карабулаке, с четко налаженной работой которого ознакомились и студенты Назрановского ПТУ. Вместо привычных лекций в колледже студенты факультета автомеханики воочию смогли понаблюдать за ходом производства алюминиевых радиаторов и изучить механизм изготовления. Инициатор познавательной экскурсии Минэкономразвития региона. Сюжет Желедат Халухоевой. обрабатывают, я рождаю охоты, я рождаю сюонцаны, я рождаю данисту. Что секции готовы, я рождаю готовы уже. Ложишь, данисту.
Узнать все тонкости создания алюминиевых радиаторов на наглядном примере. Такая возможность студентам политехнического колледжа выдалась впервые. Отправная точка экскурсии – одна из самых опасных секций производства – линейный цех. Именно здесь производят литые алюминиевые и биметаллические радиаторы. Производство полного цикла, начиная от сплава алюминия и заканчивая окончательной упаковкой готового изделия. Следующая остановка на экскурсии. Отопительные радиаторы на заводе АТМ производят по итальянской технологии. Ее преимуществом является легкость, небольшие размеры, высокое рабочее давление, которое достигает до 105 градусов по Цельсию. Перед тем, как радиаторы отправить на рынок, они проходят 5, а то и 6 проверок. Завод, аналогов которого нет во всем СКФО. В год здесь производится 3 миллиона секций радиаторов. Это примерно 3% от всего российского рынка алюминиевых и биметаллических радиаторов. С каждым днем этот показатель растет. Все благодаря современному итальянскому оборудованию и высококвалифицированному персоналу. Быть частью этого производства всегда хотел и Аюб Бариев. Сегодняшняя экскурсия только подкрепила интерес. Вместо привычных лекций в колледже наблюдать процесс изготовления продукта для студентов факультета автомеханики. Это экскурсия как научная практика. 1,5 часа они могли наблюдать за идеально отлаженным, организованным, работающим как часы высокотехничным производством. Впечатления эти их не отпустят еще долгое время. Экскурсия была полезна для меня, так как я учусь на автомеханике. Это был небольшой опыт. Нам показали и объяснили полное производство и изготовление алюминиевых радиаторов. Рассказали, как производят, куда поставляют. Инициатор такой познавательной экскурсии Министерства экономики Ингушетии. Проект в первую очередь направлен на ознакомление студентов с промышленным потенциалом региона, чтобы подкрепить их интерес к выбранной профессии. Очень сильно востребована их профессия, именно механика, машиностроение. Учитывая то, что и в России сейчас идет развитие промышленности, и наши вот эти заводы, которые строятся в рамках программы, о которой я говорил, нам необходимо, чтобы студенты этих колледжей, вузов видели воочию производство, ближе были к производству, к практике. Поэтому мы приехали сегодня на этот завод, показали саму цепочку производства, да, как от начала до конца, как идет производство этих алюминиевых радиаторов. Это не последняя намеченная экскурсия. Уже на следующей неделе организаторы планируют посетить завод по производству сухих строительных смесей. Жарадат Хулухоева, Асхаб Белакиев, Новости 24. В регионе идет активная подготовка к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые состоятся в сентябре. В муниципалитетах регулярно проводятся встречи депутатов районных, сельских и городских образований. Успешно работает общественная приемная партии единороссов. Прием граждан ведут члены Совета регионального отделения и депутаты Народного собрания. Во всех 8 муниципальных образованиях созданы и успешно функционируют 8 местных, работают 154 первичных отделений. На учете в них состоят больше 9 тысяч человек. Это более 4% от числа всех избирателей. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.